Первая остановка – швейная фабрика в Алиюрте. Предприятие открыли всего месяц назад, но работа здесь уже идет полным ходом. Заключены договора на крупные заказы, к примеру, по пошиву форм для военнослужащих. Открытие этого предприятия решило проблему безработицы не только в Алиюрте, но и в соседних селах. Работу здесь для себя нашли около 500 человек. На всех 3 столах работаем. Одновременно можно кроить 3-4 заказа. Вот эта машина у нас ездит. Она сама и кроит, сама летала, засовывает. Очень аккуратная вещь. Даже так не делает. Это и Гости осмотрели цеха и ознакомились с рабочим процессом на предприятии. Также делегация посетила отдел с готовой продукцией, где представлены свадебные платья, национальные наряды и не только. А в Ингушском государственном университете, на базе которого совсем недавно открылся Национальный инжиниринговый центр инноваций и технологий, гостям рассказывают о всех преимуществах и возможностях центра. Это 3 лаборатории, оснащенные современной техникой, позволяющей проводить исследования, результаты которых внесут вклад в очищение водной поверхности и почвы от нефти, нефтепродуктов и других органических загрязнителей. Здесь уже получают сорбенты из отходов растительного сырья. Здесь, значит, есть мельница, измельчает на мельнице, затем прокаливают в печи, сжигают и получают активный уголь. И благодаря вот этим углям можно получать фильтры для очистки нефтевой, сточных вод и так далее. Ольга Голодец также ознакомилась с еще одним образовательным объектом – научная библиотека, площадка для проведения круглых столов и конференций, одну из которых гостям удалось посетить. Научная библиотека ИНГУ в одном ряду с ведущими храмами знаний России. Подтверждение тому – ее внушительный книжный фонд. Мы должны успеть провести освещение, чтобы подготовить поручение. Ну, вот последний, просто у нас специализированный заказ библиотечных фонда. Вот 1, 2, 3 этаж соответствующим системами. Коллективу и студентам университета Ольга Голодец пожелала успехов, а также больше открытий и новых проектов. Еще одна гордость столицы – детский центр культурного развития. Объект также в числе новых. Построен по личной инициативе президента страны Владимира Путина. Всего по России таких центров будет 39. Ингушетия вошла в первую 5 регионов, кому подарили развивающий центр. Здесь функционируют кружки, что называется «На любой вкус». Один из самых популярных – кружок декоративно-прикладного искусства. Занимаемся бисероплетением, газетным плетением, оригами, техникой торцевания, техника пейп-арт. Рисование, теннис, шахматы, вокал, хореография, журналистика или актерское мастерство. Площадок для развития масса. Каждый из воспитанников выбирает то, что интересно именно ему. Впрочем, многие успевают ходить сразу на несколько кружков. Мы ходим на кружок ИЗО. Также мы хотим записаться на ДПИ и хореографию, так как моя сестра очень хочет туда пойти. Мы здесь рисуем разные пейзажи, натюрморты. Ольга Голодец отметила, что подобных развивающих площадок для детей должно быть как можно больше и предложила главе региона поделиться накопленным опытом с соседними регионами. Не обошлось и без культурной составляющей. Гости вместе с главой региона возложили цветы у вечного огня на мемориале памяти и славы Ингушетии. Этот уникальный комплекс посвящен важнейшим событиям истории ингушского народа. Глава республики лично провел экскурс для гостей. Вице-премьеру показали мемориальные плиты, где высечены имена героев Советского Союза, России, социалистического труда, видных российских и ингушских деятелей. Это вот великий князь Михаил, брат Николая II, командир дивизии, а дальше 2 командира полка. По итогам увиденного Ольга Голодец даст свою оценку и проведет расширенное совещание вместе с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, на котором будут намечены дальнейшие пути развития региона. Зарема Ивлоева, Руслан Албогачиев, Залина Магушкова. Новости 24.